Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. Так, уберем отсюда звук. Так. Так, какую-нибудь реакцию. Слава свободному народу, Ичкерия, говорит, аниме сила. Ассаламу алейкум, Массарга, говорит, Deutschland Life. Ва алейкум салам, Deutschland Life, ва алейкум салам. Все, видно, слышно, отлично, как обычно, несколько секунд, уже минута. Пока я включился. Deutschland Aslan değil вахо мокшмеш, дересхур масудавай мокши меши. Так, Халид меч Аллаха, мир народам. Амин. Леди 19 Машуор, основные все остальные. Машал хейр, леди. Капланов, Каплан, салам алейкум, братья. Алейкум салам. Так, Андрей Малышицкий, привет из Беларуси. Приветствую, Беларусь. Так, Тор 57, 74, 89. Не забудьте поставить лайки, говорит, и подписаться на канал. Так что не забудьте. Ассаламу алейкум. Осталось русизм. Рамазан Ильясович говорит. Ва алейкум салам, Рамазан. Да, ну, в принципе, сталинизм это и есть русизм, да, просто там на тот момент коммунизм, сталинизм прикрывались. Сталинизм, русизм прикрывались коммунизмом. А так, на самом деле, совершенно верно. Русизм равно нацизм. И к этому придет мировое сообщество, рано или поздно. А наша задача ускорить этот процесс, так как мы в курсе многих вещей, которые неизвестны, до которых нет дела европейцам и остальным. Так, Deutschland, Аслан, валлахи, хагич самок мадулса, бог, Deutschland лайс, дересхур. Так, будь проклят Сталин, говорит, ночини. Аминь. Азер Турку, Аслан, как ты, старший брат? Все отлично, спасибо. Как у вас там, в Азербайджане или в Турции? Сегодняшняя тема, Каплан спрашивает, Аслан, что за тема? Сегодняшняя тема принятия принятия Европарламентом резолюции о признании сталинизма и фактически приравнивать его к нацизму. Европарламент принял резолюцию, в которой однозначно указано, что Вторую мировую войну начали совместно с нацистами сталинисты, ну или коммунисты, или русисты, как кому удобно. И это историческая правда, это историческая данность, которую от нас долго скрывали. Я лично не знал, что был такой пакт Молотова и Риббентропа, да. По факту это два министра иностранных дел, Риббентроп и Молотов. Кстати, внук Молотова, частый такой аналитик, эксперт на российском канале, Никонов его фамилия, по-моему, Никаноров его фамилия. Внук вот этого Молотова. Так вот, это была договоренность между Гитлером и Сталиным о том, что вот Гитлер нападет на Польшу, и с другой стороны подойдут краснопузые, ну и как бы оккупируют Польшу. Что, в принципе, они и сделали. Что из этого стало, мы все отлично знаем. После этого война только усиливалась. Война имеет свои законы, когда уже
выходишь за дипломатические рамки и переходится уже, война это тоже продолжение той же дипломатии, только уже такими античеловечными, антигуманными методами. И Россия, ну, и война пошла по своему пути. И Россия была полностью в нее втянута, и Советский Союз, в котором мы, граждане Советского Союза, благодаря Молотову и Сталину, и другим вот этим КГБшникам, потеряли от 60 и более миллионов человек. В прошлом году, по-моему, озвучивалась цифра, которая была рассекречена, около 40, более 40 миллионов человек было. Это официально только. Да? У немцев потери 7 миллионов человек. За это. В общей сложности, конечно же, было задействовано, приняло участие, коснулась эта война. Более миллиарда человек погибли, сотня миллионов, около 100 миллионов человек погибло в общей сложности за эту войну. Война была на территории как Евразии, так и Африки. И даже я слышал такую информацию, что на Северную Америку скидывался Гитлером десант, который должен был вести какие-то там диверсионные антиамериканские работы. И вот сегодня нам стало известно, что Европарламент обвинил Россию, признал Россию виновницей начала Второй мировой войны наравне с нацистской Германией. Возникает следующий вопрос. После того, как закончилась Вторая мировая война, Совет Безопасности ООН была создана комиссия группа из 5 государств: Китай, США, СССР, Франция и Англия, которые стали постоянными членами Совета Безопасности ООН. Их всего лишь 5. Да? Еще 15 избираются, и они меняются. 5 государств – это постоянные члены Совета Безопасности ООН. Вот этот механизм, который есть, эти 5 стран имеют право вето, значит, они не равны остальные, они главнее всех остальных, получается, государств, которые присутствуют в ООН, и временно избираются там на эти 15 государств на временный срок. Нарушается принцип равноправия, справедливости, и ничего не мешает, и эта практика нам показала, не мешает постоянному члену накладывать вес, совершать преступления, а потом какие-нибудь тяжкие военные преступления, там агрессию, военные преступления, геноцид, а потом накладывать вето. Например, когда был сбит Боинг MH17 над Донбассом русскими террористами, которыми руководил министр нападения Российской Федерации Шойгу, и, конечно же, верховный главнокомандующий недоцарь Вова Путин. Они наложили вето, нам нужно было провести расследование, наложили вето, и расследования не было как бы на таком уровне, на международном уровне. Расследование проводит голландская прокуратура, голландский следственный орган. То же самое было в Сирии, когда нужно было остановить Башара Асада, тирана, преступника, уже во втором, в третьем поколении бандита, который убивает свой же народ. Россия наложила вето, и против Сирии, Башара Асада не были применены необходимые меры, что способствовало усугублению этого конфликта, и еще большей крови, страданию мирного населения, гибели мирного населения и так далее.
И вот если исходить из того, что Россия начинала Вторую мировую войну, Советский Союз начинал Вторую мировую войну, Сталин, КГБ, НКВД начинали Вторую мировую войну, нацисты в лице там, разных пропагандистов, министров, самого Гитлера, который не дожил до суда, все были осуждены даже посмертно. Например, гестапо было запрещено. Все мы знаем, что такое гестапо. Это сразу понятно, что это очень кровавая преступная организация. Так вот, более кровавая, чем гестапо, была, есть, остается КГБ, ФСБ, НКВД, ЧК, ВЧК, как она только не менялась. Каждый раз, когда они совершают преступление, они как обанкротившая фирма меняют название и продолжают, говоря уже чужих, которые им чужие. Например, в 1999 году Владимир Путин, когда захватывал власть, точнее, когда Ельцин передавал ему власть, чтобы она осталась уже навсегда у КГБшников, были взорваны дома граждан России, в основном русских, да, 307 человек, как всем известно, хорошо, погибло. В основном там женщины и дети среди погибших. Так вот, это преступная организация, которая должна наравне с гестапо должна быть запрещена. И Россия, Российская Федерация, которая образовалась в 1991 году, а Конституцию приняла в 1993 году, должна быть вышвырнута из Совета Безопасности ООН как государство, которое не имеет права, во-первых, находиться, потому что она виновата в том, наравне с нацистской Германией в начале Второй мировой войны, первое. И второе, нету механизма ввода постоянного члена Совет Безопасности ООН, нового члена. Нет такого механизма, он просто не прописан, такого механизма не существует. СССР, и нигде не указано, что Совет Безопасности ООН постоянным членом является Российская Федерация, которая образовалась в 1991 году. А везде указано СССР. Да, Российская Федерация взяла на себя обязательства СССР и одновременно выполняла как и обязательства, и свои долги выплачивала. Также взяла и огромную, большую, гигантскую собственность, которая всегда оформлялась не на какие-нибудь там другие республики, а вот на РСФСР. Так вот, Российская Федерация никак не может быть, она правопреемница на межгосударственном отношении, как она о себе заявляет, в принципе это так и есть, но она никак не может быть правопреемницей и стать постоянным членом Совбеза ООН, так как, во-первых, нет механизма, прописанного ее введения туда, а во-вторых, правопреемство – это межгосударственные отношения, межгосударственный договор. А Совбез Безопасности ООН, он является надгосударственным органом и никак правопреемство не распространяется. Поэтому Россия находится незаконно, раз, в данный момент Российская Федерация, а во-вторых, Российская Федерация и Советский Союз не имел права находиться. Что из этого уходит? Из этого уходит то, что Российская Федерация должна быть вышвырнута немедленно оттуда. И, конечно же, по нашему заявлению, которое мы подали в Международный уголовный суд Гааги, должна начаться работа. Должна начаться работа по расследованию фактов, по тем доказательствам, которые мы предоставили. И чтобы Российская Федерация не имела права вето. Да? Вот это очень хорошая новость. Но есть также, что в 2004 году Европарламент принял резолюцию о геноциде, о депортации, депортации
геноциде под видом депортации чечено-ингушского народа в 1944 году, 1944 года, 23 февраля. Но вот мы писали в Украину, в Раду писали, пока ответа, надо, чтобы одна хотя бы страна подтвердила это, и эта резолюция стала, имела законную силу в определенной юрисдикции, в определенной стране. Вот будем смотреть, будем наблюдать, будем работать, короче говоря. Так, давайте я перейду к вашим вопросам. Это очень хорошая новость, то, что резолюция принята Европарламентом. У России бомбит очень сильно по этому поводу. И будем надеяться, медленно, наверное, но гайки будем закручивать. Так, давайте я перейду. Так, Массерга, ва алейкум салам. И всех приветствую, всем здравствуйте, всех приветствую. Так, Интерхунта Василь, приветствую. Салам. Киев. Так, давайте дальше. Интерхунта, как у вас тут? Порядок? Кремлеботы есть? Говорит, ну так, особо нет. Пока я не видел, я сейчас тут 15 минут разговаривал. Так, ассаламу алейкум, астамаш, говорит Маждад. Ва алейкум салам, Маждад. Дели салам ашал, хуй. Борз Мага. Сами россияне знают, что это дело рук Путина, но им не мешало вознести Путина на уровень спасителя русского народа от плохих чеченцев. А теперь, когда поняли, что Путана развел русский, поезд уехал. Ну, да, их развели, конечно, но еще поезд, будем надеяться, не уехал, и будем надеяться, короче говоря. Ну, хотя бы для того, чтобы хотя бы так русские сильно не пострадали. Так. Так. Борзмага, лунный свет, они уже наказаны самим спасителем Путин. Так. Старый Мансурович, Аслан, как думаешь, Мансур Старый станет президентом Ичкерии, говорит. Видимо, это Мансур Старый говорит. Я не знаю, Мансур Старый, станешь ты, или ты, или он президентом Ичкерии, не знаю. Кого народ выберет, тот и станет. Я знаю, что уже Ауху президентом Мансур стал. Но Ичкерии пока еще не стал. Так, лунный свет, Марат, ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум салам. Исмаил Бузургов, спасибо вам большое за видео, круто, удачи. Спасибо. Так, Алекс Каир. А в России Бандеру хаят, а сами сотнями тысяч венки Сталин носят и кланяются ему. Да, в том-то и дело, Бандера и Сталин это вообще две абсолютно разные фигуры. Бандера идеолог, идейный, чистый, честный такой боец. Сталин бандюган, никакой идеологии, захвативший власть, который прикрывался идеологией, чтобы сохранить свою власть и свою вот эту никчемную жизнь протянуть. Ну, ему удалось. Ну, если его, конечно, не замочили. Аслан, есть какой-нибудь новость Ахьядовой Deutschland Life? Нету от Ахьядова больше того, которого Грузия передала на пытки и смерть третьему государству, да, Грузия нас признавала, передала третьему государству. Нет, от него новостей нет, ни у родственников никаких новостей нет. Но министру юстиции Грузии дали бумажечку, что его пытать не будут. Поэтому надо обращаться к министру юстиции. Я надеюсь, грузины по этому поводу, там оппозиция и так была очень недовольна вот тем, что они хотели еще тогда передать. Я очень надеюсь, что грузинская оппозиция возьмет на контроль и постарается как бы проконтролировать, чтобы хотя бы, раз уже передали, чтобы хотя бы его там не убили и не пытали. Так. По поводу уже я 2 стрима пропустил, раз пока сейчас. Так, Арт Сааков. Доброго вечера с Украины. Добрый вечер, Украина. Приветствую. Хотел бы сказать по поводу
там заявление, что Кадыров наехал на евреев, что все зло от евреев, там евреи-террористы и так далее. Это такая вот излюбленная тактика, когда ты говоришь, вот вы же там людей убиваете, вы там то делаете, там целые народы геноцид устраивать. А вон, посмотрите, в Америке там индейцев убивают, а вон, посмотрите, то сделать, а вон то. То же самое сейчас Кадыров, как российский чиновник, повторяет вот эту мантру, и ему сказали сейчас наехать на евреев. Обращаюсь к евреям, да, в первую очередь по этому поводу. У нас, как мы знаем, много жило евреев в нашей стране, в частности, в бывшем Грозном, ныне в городе Джахаре. И мы жили очень хорошо, никаких проблем не было, все было отлично. И вот когда мы сюда выехали, я когда сюда выехал, я вот в последнее время, имея много друзей, там, знакомых, коллег, евреев, с которыми я там работал, учился, я начал как бы общаться и наводить мосты, так сказать. И это получило такую плодотворную почву, потому что всем это нужно было, все пока молчали, сидели по этому поводу. И в этом плане у нас как бы сейчас хорошие отношения, я уже много смотрю в Фейсбуке, много общаюсь, много вижу. И с евреями у нас, как и раньше, все налаживаются отношения. В принципе, они и так не портились, просто так получилось, что забрасывалась информация, что там, ну, с религиозной точки зрения, что евреи враги, всех надо убивать там и так далее. Ну и как бы у евреев тоже с палестинцами проблемы, они, как мы знаем, мусульмане. И там плодотворная почва, да, чтобы и этих друг на друга натравить. Ну, сейчас все изменилось, начало меняться, слава богу. И мы в хороших отношениях общаемся, дружим, и так будет продолжаться. И не только с евреями, со всеми. И с украинцами у нас отличные отношения, с грузинами отличные отношения. Хотя пробовали там с грузинами нас много раз травить. С украинцами тоже пробовали. Ну и так далее, и так далее. Со всеми пробовали, но у нас ни с кем, даже с русскими у нас нет никаких проблем, кроме имперцев, которые пытаются навязывать свои взгляды, свою волю другим народам. И вот, как только у нас все это началось, вот Кадыров начал вот заявлять, что вот там, у него есть там карманные евреи, да, он там парочку привел, они там вроде синагогу закладывали, открывали. Но если и потом заступались за этого, он наехал на всех евреев, на Израиль, а вот карманные евреи, которые там есть, они начали там поддерживать Кадырова, что он там хороший, такой-сякой. Но это мы все знаем, да, у всех есть карманные продажные люди. И потом какой-то непонятный чувак начинает ему отвечать, и из-за этого начинают делать такую ссору, такой конфликт. В связи с этим я хотел бы обратиться, что мы не испытываем ни к какому народу никаких неприязненных отношений. Мы всех любим, всех уважаем, всех, кто признает нашу государственность и также относится к нам. Мы также относимся к ним. Все, как говорится, бумерангом возвращаем. Хорошее в двойном размере, плохое тоже. Поэтому у нас никаких проблем нет и никаких нагнетаний там чеченско-еврейских ни в коем случае мы допускать не будем. Кадыров это говорит не потому, что он там много знает евреев, много с ними дружит или там изучал историю Израиля, жизнь еврейского народа. А просто ему сказали, да, ему говорят, давай скажи про евреев, скажи про американцев, да, он заявляет, что вот мы там, у нас ракеты есть, и мы американцев поставим там какую-нибудь позу. То же самое он на украинцев наезжает, да, когда началась украинская война, русско-украинская война. То же самое были нападения, нападки на украинцев. Сейчас это продолжается на евреев, и нашелся один
все уже евреи говорят, что это не их человек. Я разговаривал с человеком с Израиля, с своим другом, который сказал, что мы ищем этого человека. Он такой колоритный мужчина был, лет 45-50 в очках, который материл и Кадырова, и ругал, и иногда делал пробросы про весь чеченский народ. Вот этим моим друзьям, евреям, не понравилось, что он говорит про весь чеченский народ. Они тоже поняли, как и мы, что это стравливание нас. Они пытались найти этого человека, который там наезжал. Но в Израиле его нет, как они говорят. В Израиле они его не нашли. По всей видимости, пришли к тому, что это не еврей. Поэтому ни в коем случае не поддавайтесь на провокации. Нам, нашим потомкам, внукам, детям и всем остальным жить, работать, общаться со всем миром. Никто у нас не враг, ни к кому у нас претензий нет. И то, что говорит российский чиновник, ни в коем случае не относится к чеченцам. Вот что я хотел сказать в первую очередь евреям. Ну и ко всем своим подписчикам и друзьям тоже. Переходим к вашим вопросам. Так. Имперская чума, Руслан Волка, имперская чума русского мира России должна быть осуждена так же, как коричневая чума нацистской Германии. Совершенно верно, Руслан. Маулют Алтынташ, слава Украине, героям слава, Маулют. Юния Лукова, антисоветчик всегда русофоб, говорит. Юния, нет, конечно, ни в коем случае. Знаете, как любят некоторые, когда вы, например, говорите что-нибудь там конкретно про этих людей, то появляются и, люди, ты, например, говоришь про Путина что-то, и Путин прикрывается, да вы что, вы что, Россию не любите? Вы русофоб, вы русских не любите? Вот такого плана появляется. Но я не знаю, это очень удобно, между прочим, прикрываться всем. Да, тут есть один деятель, тоже любит не за себя, а за других говорить. Так, Deutschland Light, вот я сейчас удалю это, то, что ты написал, и больше так не пиши. Так. Ну тут у вас сходка националиста, говорит Юния Лукава. Да, видимо, ты быстро выводы сделал. Так, Умаханов Саид Паша. Покупая нефть и газ Российской Федерации, европейское сообщество финансирует терроризм. Аргумент. Не поспоришь, я тебе скажу. Так. 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 Да, Интерхунта, у нас в чате не матерятся, не оскорбляют никого по национальному признаку, не распространяют ксенофобию, национализм, фашизм и остальной другой изм. Это у нас тут категорически запрещено. Так, старый Мансурович, остался второй аккаунт, разблокируйте, вариант Юи. Сумца, многие старый аккаунт. Старый аккаунт, второй аккаунт, Сумца. Так, аниме Сила. Аслан, расскажите про Довку Умарова. Что рассказать про Довку Умарова? Довка Умаров был президентом, затем возглавил Имарат Кавказ и до конца прошел свой путь. И погиб на этом пути. Был подло отравлен, как обычно, яды, вот эти все византийские вот эти методы умершления. Россия умеет, любит.
Самуэль Кольт. Аслан, Саваш, этот Мансур Старый поддерживает открыто оккупационную власть Чечни. Что-то я не слышал от него, чтобы он открыто поддерживал власть Чечни. Я не слышал. Я не могу здесь заблокировать. Если вас заблокирую, я вас не могу здесь разблокировать. Друзья, я не могу. Так, Ленин, русский фараон. Отлично сказано. Да, 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 да. Это точно. Так, Мила Йович, всем здравомыслящим людям всех благ. Спасибо, Мила Йович, тебе тоже. Так. Так, одну минутку. Одну минуточку. Я бы хотел бы еще сказать по поводу вот доклада Мюллера. Там Трамп пользуется вот силой права, которая есть, да, и как мы знаем, для правового государства, да, железобетонно-правового государства, если вы хорошо владеете законами или у вас есть хорошие адвокаты и много денег на хороших адвокатов, то вы можете манипулировать и жонглировать иногда некоторыми статьями или там пытаться вот так между ними лавировать и обходить. Сегодня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, конечно же, не бедный человек, и тем более президент имеет большие возможности. И он идет ва-банк, но есть сложная такая, очень сложная такая, трудная процедура по импичменту президента США. И не хотелось бы американцам, видимо, не хотелось бы, да, чтобы их президент был назначен какой-то молью, по факту, да. Это до того, да, это такой гамбит, путинский ГБшный гамбит, когда притворяешься слабым, он притворился слабым, вошел в доверие и предал всех, кого только возможно. Просто всех, да. И американцев, и европейцев, хотя некоторые тут еще остаются в Европе, которые еще как бы там как-то пытаются с Путиным заигрывать. Но это чисто тут такая внутриполитическая борьба в этом плане. Путин удобен, чтобы и бабки есть, и ресурс там информационный есть и так далее. Так вот, в докладе Мюллера, Мюллер, как вы знаете, прокурор, который, спецпрокурор, который занимался вот этой связью между Путиным, Россией и между Россией и Трампом, и его штабом, они как-то пытались все это аккуратно в юридическом плане, огульно не обвиняя, президент как-никак, и плюс, если получится, что твоего президента, самой мощной страны, самой сильной сверхдержавы в мире, какого-то пройдоху, какой-то проходимец, ну, конечно же, с огромным ресурсом, невероятно большим ресурсом, как агентурным, так и финансовым, плюс защищенный ядерным зонтиком, ядерным оружием, они поставили своего человека. И американцам, наверное, стыдно, наверное, ну, это позорно. Это позорная страница Соединенных Штатов, когда вот так воспользовались вот, доверием американцев. Но при всем при этом надо понимать, что да, это не красится, это не очень хорошая история в жизни государства Соединенных Штатов, США, но при всем при этом надо понимать, что демократия работает. И благодаря этому они смогли добиться, используя механизмы вот этой демократии, сделать Трампа президентом, помочь ему стать президентом,
Это мое мнение, и оно не претендует ни на какую экспертную оценку, но это мое мнение. И Сенат США смог, даже когда установили, сила вот этой системы американской в том, что даже если президент оказывается марионеткой или там исполняющий какую-то даже, может не все выполняет там, да, полностью, стопроцентно бежит и выполняет любые требования Путина, но пытается ему как-то помочь, при всем при этом Сенат США может противостоять своему президенту, что он не скажет о Государственной Думе Российской Федерации и президента. Там у них одни спортсмены, клоуны, актеры, там такие люди остались, шоумены, там, и все, больше никого у них там нет в Государственной Думе. Ну или там старики, старые КГБшники, там, ну, есть убийцы, которые Литвиненко убили, да, ну и такие, там, Демельханов там был, не знаю, является ли он сейчас депутатом или нет, ну и так далее. Короче говоря, демократия работает и удалось. Но, кроме того, что Мюллер называл у себя в докладе Путина бандитом, уголовником, сегодня стало известно, что Трамп, у них следующие выборы сейчас намечаются, и Джо Байден собирается баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. Соответственно, анализ, видимо, у Трампа показывает, что Джо Байден имеет хорошие шансы на успех. И Трамп попросил, наглец вообще, если это правда, конечно, попросил Зеленского во время разговора по телефону, чтобы Украина возбудила дело на сына Джо Байдена за какую-то там коррупционную схему или еще за что-то. Это значит, кто-то принес вот эту бумагу на стол Трампа и сказал: смотри, сын Джо Байдена замешан там с украинскими какими-то там делами, и там где-то на него что-то есть. И вот президент Соединенных Штатов Америки, вот до какого уровня мы просто дожили, да, сверхдержава США, и ее президент просит Зеленского, чтобы он возбудил дело и начал дергать сына Джо Байдена, чтобы подорвать репутацию, как они сделали это с Хиллари Клинтон, подорвать репутацию и к выборам убрать конкурента своего. И это является, если это правда, если это все подтвердится, это является очень серьезным основанием, чтобы там, я не знаю, просто посадить Трампа. Другого выбора, не говоря уже доклад Мюллера, расследование, все это связано, просто человек идет ва-банк, потому что теперь Трампу надо или начать Третью мировую войну, или что угодно сделать, но для того, чтобы стать снова президентом. Но шансов вообще очень мало. И будем надеяться, что скоро Трамп отправится в места не столь отдаленные, но комфортабельные по сравнению с российскими. Так, что еще? Давайте я перейду к вашим вопросам. Очень интересно просто наблюдать то, что сейчас происходит в США. Асбек, Асна, что скажешь про то, что кремлевский недомерок начал цитировать суры Корана? Может, он из-под тишка мусульманство принял? Молодец, Асбек. Я не слышал, да, начал уже, да. Ну, знаете, ему надо понравиться сейчас, мусульманам, там достаточно сказать. Татары это самый близкий русским народ, поскреби русского и татарина найдешь. И все татары в блаженном, ну не все, большая часть, повторяют, постят это друг другу, передают. Вот, Путин сказал, что мы одно целое. Такие хитрые ходы, которые делает этот мерзавец и преступник. Поэтому, да, ислам, я думаю, он не принял, но он вообще, я думаю, неверующий человек.
вернее верующий, ну, в дьявола. Так, Мила Йович, может от вас о шамане? Можно от вас о шамане. Я лично как-то скептически сначала. А вот раскочегарил Путлер очень связан с мистицизмом. Подсел, по-моему, он от Шойгу шаманит в Кремлешке. Да, я думаю, что русские всегда мечтали, что придет какой-то спаситель, да, и вот этот спаситель с Востока, ну, такое спасение нужно. Россия много веков находится вот в этом кровавом круговороте, когда из века в век, из цикла в цикл, они убивают людей, убивают сами себя, ну, в тяжелейшем рабском, и сейчас даже, можно сказать, условии находятся. И русские надеются, что вот кто-то придет, какой-то спаситель их и спасет. И почему этому человеку не быть вот этому шаману, вот этому Александру шаману-воину, как он себя называет, или как его уже назвали? Почему? Русские, если, вот смотрите, происходит, например, митинг в Ингушетии. О, да, очень хорошо, все поддержали. Потом начинают арестовывать тех, кто там принимал участие в этом митинге. И вся Россия молчит. Вот сейчас ингуши поднимутся, сейчас вот самый маленький народ на территории Российской Федерации, ну или один из самых маленьких, самая маленькая республика, по крайней мере. Он должен подняться и спасти всю большую Россию. Как только задержали, все замолчали. Например, дагестанские дальнобойщики тогда собрались. Во всей России выходили дальнобойщики. Все там вот против вот этой системы Платон, которая досталась там сыну Путина, друга Путина, Ротенберг или как его там. И вот все сейчас дагестанцы, они мужики там, реально те, конечно, очень хорошо стояли, сделали все, что могли, но русские не поднялись. Вот сейчас поднялся вот чисто из русской среды человек, чисто русский, он не мусульманин, не кавказец, да, он азиат, бурят, Россия наполовину, большая часть России находится в Азии, большая часть русских, русскоязычных, азиатской, смешанной, азиатских кровей там, и так далее. И вот этот человек реально не призывает никого убивать. Он говорит, изгнать. Прийти, вот он собрал бы 1 миллион человек по пути, пока он шел, 2 миллиона человек присоединились бы к его акции. И уже были такие задатки этому. И вот его арестовывают, быстро ему сейчас подписку о невыезде, все, он не может теперь выехать, его сейчас обвиняют в экстремизме, там сейчас ему впаяют там свержение власти и так далее, попытку свержения власти и так далее. Ну, русский народ должен отреагировать как-то на это. Ну, сколько можно? Ладно, кавказцев не любят, ладно, там мусульмане чужие. Ну вот человек, вот реальный спаситель. И абсолютно адекватный. Кстати, он прошел медицинское освидетельствование, и подтвердили, хотя могли легко сказать, что он невменяемый, и закрыть его в психушку. Карательная психиатрия в России, это со времен Ленина очень хорошо распространена эта тема. Ну, человек адекватный, мне тоже вначале он показался каким-то смешным, как-то что-то делает, но человек что-то делает. И простые русские его зауважали. И реально этот человек говорит то, что нужно русским. И теперь русские молчат. У меня вопрос, ну сколько можно молчать? Ну что вы еще, что? Вот спаситель. Поднимитесь просто, дайте этому человеку возможность изгнать этого беса из Кремля. Сам он не может. И за вас никто это делать не будет. Вы должны поддержать. Давайте, русские, выходите, поддерживайтесь, свергайте к чертовой матери это зло на всех нас. Мы бы сами свергли бы, если бы вы не мешали бы, или у нас хотя бы равных пропорциях мы были бы, мы бы давно бы уже бы вас освободили бы. Так что давайте, русские, давайте, вставайте, спасайте шамана-воина. Ему нужна ваша помощь.
Вот тогда дагестанец появился, этот дикий десантник. Тоже поддерживали, его сразу раз закрыли. Все, и тишина. Ну, зато вот у кого есть деньги, у кого есть возможность рулить, вроде Навального, вот, их поддерживают. Плохо, печально. Так, Батал Бергман. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Асна, расскажи про одиночные пикеты. Есть возможность в смысле проводить их в ситуации, когда высылают у посольств той страны, в данной ситуации Грузии? Алейкум салам. Есть возможность и смысл проводить их в ситуации, когда высылают у посольств той страны, в данной ситуации Грузии? Да, конечно, есть обязательно возможность-то, она есть, конечно, возможность, если тут мы живем, конечно же, она есть. Даже в России, ну, по-моему, в Грузии, грузинского посольства в России сейчас нету, вроде дипломатические отношения у них разорваны. Ну, конечно же, нужно выходить, нужно требовать. И самое главное, Грузия не имеет права юридически выдавать человека. Грузия признала Чеченскую республику Ичкерия, президент Грузии Гамсахурдия, Зviad Гамсахурдия признал Чеченскую республику Ичкерия. Парламент Грузии несколько лет назад подтвердил все документы, которые принимал Гамсахурдия, легитимными, законными. То есть Грузия признает Чеченскую республику Ичкерия в этом виде, в котором сейчас существует Грузия, она признает. И получается, меня, как гражданина Российской Федерации, как гражданина Ичкерии, выдают России. Но у меня есть российский паспорт, допустим, да, допустим, у Рамзана Ахьядова был российский паспорт, он являлся гражданином Российской Федерации. Но здесь возникает другой вопрос. Нам всем, мы все прекрасно, чеченцы, знаем, как нас вынуждали брать эти российские паспорта. И если у тебя нет паспорта, ты не можешь 100 метров пройти. Людей убивали. Прямо на самом деле людей убивали. Если у тебя нет паспорта, тебя сразу же расстреливали, похищали, пытали и убивали. И все знали, что надо срочно пойти паспорт получить. Потом на территории всей республики оккупированы стояли блокпосты, где должны были у мужчин стоять воинская обязанность, штамп, там прописка где-то в определенном месте. Вот эти все вот эти бюрократические моменты обязательно должны были быть у всех находиться. Или тебя вымогали у тебя денег, если у тебя нет паспорта, могли похитить, как я говорю, и убить. Убить могли из паспорта. По международным конвенциям, по закону, они не имели права не брать на военную службу, не брать, не могли даже рекламировать военную службу и пропагандировать военную службу, чтобы брать этих людей на службу, и выдавать документы, свои российские документы. Но нас вынудили. Соответственно, и он, и я, и другие, кто получили российские паспорта, мы всех получили незаконно. Нас вынудили их получить. У нас другого выбора не было. Соответственно, вот два гражданства, да, у Рамзана Ахьядова, которого выдали, у него есть гражданство Ичкерии, даже если у него нет паспорта, как гражданином он является, и есть российское гражданство, которое незаконно ему всучили или вынудили его получить. Соответственно, грузинские власти, которые признают Чеченскую республику Ичкерия, они не могут выдать, зная вот это все. Нужен адвокат, конечно, чтобы это все было доказывать в суде. Но наперед с Грузией у нас вообще отдельный разговор. С Грузией мы как бы друг друга признаем, и у нас уже какие-то обязательства друг перед другом. И другие страны не имеют. Это если отбросить все остальное, что ни одна страна не имеет права выдавать никого-либо России. Потому что в России находится преступный, бандитский, террористический режим. Я это со всей ответственностью заявляю. Я говорил 100 раз, 1000 раз и еще 1000 раз буду об этом говорить. И не устану об этом говорить. Потому что это факт, это правда. Там убивают людей, там унижают людей, там пытают людей. И если человек подвергается унижениям, пыткам, судебно ему не предоставляются равные возможности для
защиты, до судебных своих каких-то правовых вопросов, решения, да, в суде своих правовых вопросов, этот человек не имеет, и этого человека нельзя выдавать. Ну, выдаются, унижаются, убиваются, пытаются, и все, и никаких проблем. И вся вина в том, что мы не выходим, мы не защищаем наши права. Мы должны всегда защищать, всю свою жизнь мы должны защищать свои права. Когда мы установим свое государство, когда мы деоккупируемся, когда мы все это сделаем, нам тогда можно будет расслабиться. У нас будут правозащитные организации, которые будут финансироваться там, государством, международными организациями, правоохранительные органы, гарант Конституции, президент у нас будет, у него будут рычаги на это повлиять. В каждом государстве у нас будет посольство, куда мы сможем обратиться в случае чего. В каждых международных больших учреждениях, институтах у нас будут свои представители. Тогда, конечно, нам будет это легко. Но сейчас каждый чеченец должен защищать сам свои права. Он не должен ждать, пока кто-то придет и там ему объяснит. Надо читать, узнавать, образовываться. И еще я хотел бы сказать одну вещь. У нас очень сильно развит культ силы, культ воина. Да? Культ воина у нас развит. Это нам очень сильно помогало, помогает до сих пор, да, выживать в этой тяжелейшей ситуации. Но при всем при этом у нас еще был культ знаний. Нам вот этот культ надо развивать. Это очень важно. Это важнее, чем культ воина, культ силы. Должен быть культ знаний. Мы должны изучать все науки. И помните, когда мы вернулись, ну, как старики наши рассказывают, отцы наши рассказывают, мы знаем, что когда вернулись с ссылки, если так ее назвать, с этой депортации, геноцида, выжившие после геноцида вернулись, то все считали, что они должны получить высшее образование, научиться читать, научиться писать, всех дети и так далее, и так далее. И, как мы знаем, через 20-30 лет мы уже были очень хорошо подготовлены. Мы смогли с огромной преступной бандитской Россией разговаривать на равных, сражаться на равных, победить их в Первой русско-чеченской войне. И это все сделали наши вот эти люди, которые получили советское образование, которые сделали знания своей основной затеи, основной линией своей выбрали в своей жизни. Дудаев стал генералом, Масхадов стал полковником, еще много у нас было, которых так широко неизвестны лица. Сайдамин Ибрагимов получил образование, Ахмед Закаев получил образование, Яндарбиев Зелимхан получил образование, Абдулхалим получил образование. Огромная у нас интеллектуальная мощь была. Сейчас мы, к нашему сожалению, интеллектуально проигрываем, не только физически, в военном плане. Там. Мы проигрываем, надо признать, интеллектуальном плане, потому что нужно нам очень много учиться. Учиться, учиться, еще раз учиться, как говорил Ленин, будет надо учиться. Так, я перейду к вашим вопросам, друзья. Так, сейчас тут не запутаться, что тут у меня тут много чего написали. Маждада, Сталин хуже строил ГУЛАГи, и полстраны через них прошли. Сталин понял одно: чем больше он издевается над русскими, тем сильнее самоотдача. То есть Сталина боготворили, с тех пор ничего не изменилось. Опять ты прав, Маждада. Руслан Волков. Грузинские пророссийские политики, совершившие преступления против чеченских граждан, будут нести ответственность перед правосудием ЧРИ, и чеченский Моссад доставит их для следственных действий. Да, их доставят, если грузинские власти сами их там не накажут или там не проведут суд. В таком случае, ну, зря, конечно, так они поступают. И в это трудное время и для Грузии, и для чеченцев, и для всех свободных людей, конечно же, нам надо объединяться, несмотря там на религиозные или национальные
различия. Так. Борзмага. Я 44 года слышу про этого спящего русского медведя. Но когда Путин попался на Рязанском сахаре, я понял, что этот медведь не спит, а давно сдох от самогонки в своей берлоге 300 лет назад. Абсолютно верно. Так, Азери Турки. Аслан, правда, что буряты просили свободы на этих митингах? Я не слышал, чтобы они просили правды. Ой, свободы я не слышал. Они там требовали допустить депутатов, что ли. Ну, честных выборов они, по-моему, требовали. Так, давайте дальше посмотрим. Так, СБУ Украина. Сказки в мире лучше нету, чем дохлый Путин на лафете. Чем дохлый Путин на лафете. Так, Чечня не Россия. И шариат шенди зари доли дахват даиш кучуах цадуич. Кординха. Хея мирах. Ва дельшуй шейгер до цумшдуич. Да, дадич yani. Тёш, дырха. Так, лунный свет. Россияне до сих пор не могут очухаться после поражения в русско-чеченской войне. Это их сильно подкосило и унизило. Да, и поэтому они на нас так сильно сейчас отрываются. Так, Аслан, почему ты против Кадырова? Он же спас чеченский народ от исчезновения. Если не Кадыров, чеченцы, 1000 человек не осталось бы. Так, старый мансуровец. Вот тут началось. Да. Если бы он спас бы чеченский народ, то чеченский народ 300 тысяч не погибло бы. А то, что рассуждение о том, что Кадыров остановил войну и что если бы не Кадыров, то нас бы вот 1000 человек не осталось. Ну, это такая вот хитрая вот эта такая постановка вот этих вопросов, фразы, что вот это все неправда, во-первых. Во-первых, потому что тот, кто совершал над нами геноцид, да, Россия, руководство, военное руководство, политическое руководство России, эти люди прекрасно понимали, что могут нести ответственность за это. И никто не хочет нести ответственность, да, рисковать на войне, чуть не погибнуть, а потом после этого, когда ты получил власть над этими людьми, потом тебя еще будут обвинять в военных преступлениях. И, конечно же, и Путину, и другим хотелось и на Западе свои миллиарды выводить, и здесь уважаемыми людьми быть, и, там, и так далее, и так далее, и так далее. И Кадырову, Ахмаду власть отдали не потому, что Кадыров, Ахмад там такой хороший, и вот эта гибня, и имперская Россия любит чеченцев. Да? Между прочим, это в первый раз за всю историю русско-чеченских взаимоотношений чеченцу отдали власть, главную власть, да, были помощниками, там, заместителями там, и так далее. Но вот чтобы непосредственно чеченец возглавил чеченцев, такого Россия до сих пор себе не позволяла, чтобы вот советская Россия. И Путину и им нужно было, чтобы вот он же политический деятель, да, ты можешь сказать, но я принял решение в соответствии вот с такими-то нормативами, с такими-то законами, там, с такой-то ситуацией. А там уже между собой, чеченцы между собой друг друга мочили. Да, мы ввели войска, восстановить там конституционный порядок, все такое, как они это рассказывают. Но они оказывают сопротивление, вооруженные незаконные формирования, там все.
юридически, как бы, под каждый труп, как говорит Путин, должна быть бумажечка. И под каждый труп все это там подготавливается. И вот для этого нужны были вот эти Кадыровы. Если бы Кадыровы не перешли на сторону русских, изначально, не сейчас, когда уже там, они там уже находятся, изначально, когда они еще рядом с Асланом Масхадовым вокруг бегали, когда они создавали там такую ауру, что они его товарищи, верные друзья и так далее. И еще раньше, когда Завгаев был, Автурханов, Гаджиев, там, Хаджиев так называемый, и другие бандиты, которые предатели, которые перешли на сторону врага. Если бы эти люди не перешли бы, то у русских не было бы на кого опереться. Соответственно, русские 100 раз подумали бы, потому что после того, как эти убийства совершены, за них надо потом нести какую-то ответственность. А если у тебя нет на кого их перевалить, то ты просто не делаешь этого. И вот эти люди, которые перешли на сторону оккупантов, они просто взяли на себя вот роль вешалки, на которую повесили эти трупы. Ну и внутричеченские разборки получились. Соответственно, потом, когда информационно победили, финансово, в военном плане, когда уже загнали в горы, обложили со всех сторон, победили, тогда уже можно как угодно их выставлять. Можно туда вводить группу, там, из них делать исламистов, можно там просто так их, у них борода есть, они молятся, они веруют в пророка Мухаммада, да и Аллаха. Все, можно из них легко лепить в наше время, тем более. Можно лепить хорошо исламистов, там, террористов там, и так далее, радикальных, не очень хороших людей. Ну и вот довели до такой ситуации. И Кадыров, Ахмад, другие предатели, которые вокруг там да около ошиваются, они, скажем так, нет худа без добра. То, что они перешли на сторону, в какой-то степени, сейчас это, конечно, в сослагательном наклонении про историю говорить неправильно, да, но, опять же, это мое мнение, если бы они бы изначально не были предателями, мы могли бы договориться с русскими, и у нас не было бы войны. Да, и еще, когда так называемая оппозиция, еще в 93-м, 92-м, 94-м звала, говорила, вот, звала Россию, приходите, выводите танки, все разбегутся и так далее. И русским подавалась надежда, им надо было, чтобы русские ввязались. Поэтому предатель, он хуже врага. И осталось бы 1000 чеченцев или не осталось, мы уже этого не узнаем, да, потому что этот предатель уже перешел и сделал. А то, что говорить, да, там Кадыров спас, там нет, Кадыров остановил войну, нет, война остановилась только лишь потому, что человеческие материальные ресурсы иссякли у одной из сторон, и просто она сошла на нет. Это в любой войне так бывает. Но сама идея наша, конечно, не побеждена, и никогда она не будет побеждена. Поэтому Кадыров, Ахмад, обычный предатель, которым останется история. Вне зависимости, что я говорю, что кто-либо другой говорит. Нет. Кадыров, Амади, Рамзани, Кичингуан, Дамелу и Гаск, Штуалу, Мостава, всю жизнь, ночью история. Предатель рук. И это не изменит ничего, какие бы они там горы не построили бы золотые, что бы они там ни делали, хотя они ничего не строят, они хапают, воруют, убивают людей, нарушают закон, прелюбодейничают. Мы знаем, как у нас есть информация, как они там, вот эти актеры, эти певички молодые, которых они набирают, как они проходят тестирование, как там это все это дийце целуш, духом, что куза. Поэтому это бандиты, воры, преступники. Если бы они заботились бы о народе, у них не было бы миллиарда или десятков, сотен миллионов долларов. Построив какую-то хибару там, за 20 тысяч долларов или там, за 15 тысяч долларов, потом из-за этого делать пиар и показывать по телевизору, конечно же, это на наши же уворованные деньги нам потом косточку бросают. Вот, смотрите, как мы все хорошо сделали. Поэтому все, кто перешел на сторону
врага всегда останутся. У нас есть государство, это государство обязательно всех спросит, кого-то в юридическом, уголовном праве будет преследовать в этом плане, кого-то нравственно, морально, общественно осудят за эти действия. Ну, а так что никакой Кадыров не спаситель. Так, поехали дальше. Леди 1974. Кадыров призывал к войне и как бы потом спас. Да. Причем, да, объявлял джихад, там, убивайте русских как можно больше. Это все слова Кадырова. Не слушайте своих мужей, женам он говорил, уходите, это джихад, вы должны все выйти, сразиться, всех поднять, как можно больше убить, запутать. И потом сказать, ой, я понял, я со своим народом. Этот народ он хоронит, отправляет на войну, а потом он со своим народом. Это просто невероятно. Вы думаете, мы настолько короткая у нас память, там, мы чего-то не помним, забываем. Нет, у нас был законно избранный президент. Со всего мира приехали наблюдатели. Избрали парламент, также законно. Все было предельно честно. Был избран президент, парламент. Русские наблюдатели были у нас. Со всего мира были наблюдатели. Мы строили свое государство, и тут Россия взрывает у себя дома, нападает на нас, внутри нас разводит разных вот этих агентуру. Кстати говоря, ведь все прекрасно помнят, как нас разделяли. Аслана Масхадова противопоставляли там радикальным мусульманам. Радикальных мусульман называли ваххабистами и противопоставляли Масхадову. И всем этим руководил, ну вот в этой соку варился, и не только он один, Кадыров Ахмад. И вот мы там, шаид наш дуешь, мы этих шайтанов будем убивать. А потом, когда все это случилось, когда реально уже начали уже воевать, когда реально начали гибнуть, вот эта вся пыль отошла, и остались реальные люди, которые были и с этой стороны, и с этой стороны. И они объединились и продолжили воевать. Тогда они уже помирились, тогда они уже нашли общий язык. То же самое сейчас происходит. Сейчас называют там, ну вот Закаев там такой-то, сейчас он там не придерживается этого, сейчас мы это делаем. Нас натравливают. Нету между нами никакой разницы. Мы один народ. Среди нас живут не мусульмане вообще, среди нас живут не чеченцы вообще. И они имеют такие же права, как мы все вместе взяты. И они имеют право стать президентом в нашей стране. Они имеют занимать министерские кресла в нашей стране. Если мы так не будем относиться к своим гражданам, мы останемся там нацистами, фашистами, которые будут там жить одни чеченцы и одни мусульмане. И вы как знаете, в мире так не принято вообще. И в халифате так не было при пророке Дейлер Саламонцу. И в мире так не бывает. Кем мы будем выглядеть? Сейчас нас натравливают. Вот там он не говорит так, он не делает так. И нас разделяет. А потом, когда трудно станет, разные вот эти вокруг бегающие разбегутся, которые сейчас нас стравливают, там, разделяют нас. Эти все разбегутся, и останется маленькая группа, которая реально искренне и честная. И они просто по-разному видят. У них оппозиционные взгляды. Они по-разному видят. Но при этом они искренне и честны на этом пути. А вот эта вся шушера, она разбежится, как это уже было. Так. Андрей Малышицкий. Русские понимают, если они откажутся от имперского пафоса, идеи СССР, то у них останется вековая тьма, необразованная и глупость. Да, у них единственное достижение, да, это вот величие империи, великой их империи. Их власть не может им дать ни достойных заработных плат, ни пенсий, ни пособий, ни детских там пособий.
ни медицины, ни образования, ни закона, ничего она им не может дать, кроме вот то, что вы великие. И им приятно, когда можно там чурке не сдать квартиру, можно там побить чурку, там, чучмеком обозвать там чеченца, толпой там, например, когда они убивали в Чечне людей, они восхищались, а потом в России об этом много, немного, ну, доводилось слышать, что вот они ловят какого-то сельского парня, вывозят на БТРе себе куда-нибудь в часть, и там отрезают ему палец, он, кто-то там просит его не убивать, не пытать его просит. И они от этого получают удовольствие, и через какое-то время они кому-то потом рассказывают в пьяном угаре, что вот так и так, он там просил его не убивать, а вот мы его убили там, и так далее. То же самое с женщинами они творили. И это вся радость этих людей. Ну вот больше они... А армия это срез общества. И в армию идут люди не с другой планеты, а из этой же страны, из этого же общества, из этой же среды люди туда идут. Ну вот, получают удовольствие только вот от этого. Это беда большая для русских и для всех, кто с ними соприкасается. Так, Рамазан Магомедов. Сегодня смотрел выступление Гарри Каспарова. Мощное выступление на канале Стар. Да, Гарри Каспаров, конечно, очень мощно выступил, но Гарри Каспаров, я лично с ним общался, этот человек мне показался имперцем. Просто сейчас и у них в «Свободной России» в форуме русский националист Константинов, чистой воды фашист, сейчас, может, пересмотрел взгляды. Поэтому говорить можно очень красиво, ругать, доносить, достучаться до сердец европейцев. Но а будет ли от этого нам хорошо, да, нам будет ли равноправие для всех, выведут ли с нашей страны оккупационные войска, вот это другой вопрос. Маждада, Маждада, дома, если без бороды, ты как белая ворона, с подозрением на тебя смотрят. А было время, когда скребали бороду до мозолей. Меняются времена, меняются нравы. Да. Азри Турку, Аслан, поэтому, Аслан, национал-предателей нужно убирать сразу, нельзя тянуть. Да, кто-то там и сказал, что из каких-то умных людей, я помню, было, что в случае, если на вас напали враги, имейте 10 патронов, 9 для предателей и 1 для врага. Да, это очень тяжелая тема на самом деле. Рамазан Магомедов. Россиянцам нужна Украина. Без Украины Россия не Россия. Да, конечно. Но Украину они потеряли раз и навсегда. Во веки веков. Так, Детел. Нас спасет лишь Аллах, и на все воля Аллаха. Так суждено было нам быть, это наше наказание. И этим надо смириться. Все в этой жизни, все по воле, а может все это к лучшему. И мы этого не понимаем. Да, конечно, только Господь Бог, как верующие люди, мы понимаем, что на все воля Всевышнего. И мы знаем, что только по его воле все на земле происходит. Но наказание это было или же испытание, мы не знаем. Может, мы так очищаемся. И многие выявились. Да? Так. Старый Мансур. Асан, спасибо, что ответил на мой вопрос. Я знаю одно, мы раком поставили Россию в первой войне, а в второй войне тоже ставили бы рак, если бы у нас были бы как у русских. Так, Виктор Полока, ассаламу алейкум, алейкум салам, Виктор. Ленин, Сралин, Путлер, СССР, это одна шайка-лейка. Как крокодила не корми, не гладь, он все равно тебе откусит руку. Правильно, алейкум салам, Виктор.
Андрей Поцелуй. Когда-то на территории Кавказа и нынешней Чеченской Республики тоже были разные племена, которые завоевывали друг друга, убивали, насиловали их. Из этого складывался любой этнос. Нас по природе свой. Ну, я не знаю, что вы имеете в виду. Вы не знаете, Андрей, воевали мы друг с другом, не воевали, ничего вы не знаете и просто заявляете. На моей памяти, в истории я не помню ни одного случая, чтобы кавказские народы, а мы являемся кавказской нацией, в общем, в большом понимании этого слова, мы один единый кавказский народ, вне зависимости от нашей религии и нашей культуры, мы никогда не воевали друг с другом. Если только Россия куда-то там не встраивала своих вот этих агентов, которых отправляла выполнять свою волю. Так что мы не являемся никакими племенами и никогда не воевали друг с другом. Так, Руслан Волков. В Чечне Путин строит халифат с халифом Рамзаном, строят мечети, объявляют врагами США, Англию, Израиль, действует инквизиция с отловом колдунов, создают картинку на весь мир радикального народа. Да, да. И вот тут один есть английский журналист, Guardian написал, Руслан Волков, кстати, это сейчас был. И вот этот английский журналист говорит, что вот Хангашвили, убитый в Берлине, Зелимхан Хангашвили, он был личным врагом Кадырова. Я не знаю, откуда у него такая информация. Хангашвили воевал против российских войск. Ну вот он говорит, что это был личный враг. И вот нам хотят представить, что Кадыров это такая самостоятельная фигура, которая там не подчиняется. Вот ему дали волю. Вот там победила одна часть чеченского общества, другую часть чеченского общества так победила, которая за Россию. Вот такого плана. То же самое сейчас, как на Донбассе все это происходит. То же самое нам рассказывают, что вот шахтеры, трактористы там победили там украинскую армию, там украинский весь народ победили там, и так далее. Хотя на самом деле мы все прекрасно знаем, что всеми курирует, координирует, управляет, начинает, организовывает, думает, планирует. Все делает Россия. И там появляются какие-нибудь там луганчане и дончане, которые за какую-то малую мзду, там какие-нибудь люмпены выполняют работу. Нам хотят, и это много-много лет уже идет эта пропаганда, нам хотят навязать, что мы являемся свидетелями того, что Кадыров это независимый такой тиран, такой в Чечне управляющий, там хан какой-то. Это все ложь, обман, на который мы должны всегда указывать. Еще момент. Когда мы сюда приезжаем, мы говорим, вот там нас Кадыров угнетает, там, нам говорят, ну не живите там, живите в другом регионе нам, да, ну, это сверхкощунственно такое говорит, но нам такое говорят. И мы не возмущаемся, мы не говорим, как это мы должны жить в другом регионе, мы должны жить в другой стране, вы нам хотите сказать. Если нам в нашей стране не дают жить, вы предлагаете ехать в страну оккупанта и там жить, да, вот так нам предлагаете. И когда нам говорят, вот там, не все, конечно, но некоторые так себя ведут, вот там, а как с русскими, как Россия? Не, русские нас не трогают, они в частях, воинских частях сидят, нас не трогают, нас угнетает Кадыров, кадыровская власть там, и так далее. Потом разные деятели здесь приходят и рассказывают, что вот там Кадыров такой, Кадыров сякой. И возникает реально такая мысль, и западным некоторым политикам, некоторым их политике это выгодно. Потому что если начать говорить, что это Россия совершает преступление, то им надо портить отношения с Россией. И они не могут себе этого позволить. У них слишком там большие миллиарды, слишком большие там завязки. Им приходится говорить, ну да, и мы играем на руку. Мы должны рассказывать, что кадыровцы, они исполнители только, они никакие не хозяева ситуации. В любой момент Кадырова уберут. И Кадыров прекрасно это знает. Сам отлично он знает. Если у него хоть чуть-чуть мозг есть, он это знает. А у него какой-никакой мозг все равно человека имеет. Он столько лет уже в этой власти находится. В любой момент его уберут. В любой момент вот эти пробросы, что сейчас Хучиева сделает, потом там Даудова сделает, еще кого-то сделает. Это все ему дают понять, другие, что ты никто.
Сегодня ты не хозяин вот этого народа. Хозяева сидят в Москве, они тебе говорят делать. И это очень унизительно. Кира догдолчат. Долда дават тоже оман тядас. Кира дог. Уж мюш бухи энчултям. Тем более дог их walлал хумдуэ. Хай оман тя долда вот тоже. Милу хай хи энчултям. Шеши хошца йош худыне джаму бер инах сокит швац. Так, поехали дальше. Вот я все перемотаю. Много вопросов. Так, Кавказ един, лунный свет, говорит. А старые раздоры выгонят только России, которая быстро сделает с мухи слона и при помощи пропагандон раздув до небес недоразумения. Совершенно верно, лунный свет. Федот перед давал и шариат дючбеш. Не ты дидош, баш шариат мугот диду, когда на митинг еле 3 человек собирается. Задди базар. Федор, абсолютно верно. Столько мне пишут, столько здесь поклонников шариата. Я уже столько забанил людей, которые из-за бороды меня вывели, из ислама вывели меня, из человеческого, вообще из всех этих. Я уже, короче, человек, вы не представляете, из-за бороды мне писали столько мата и оскорбления в личку, там, это, то, все. Я просто был удивлен. Если он мне говорит, по религии мне надо носить бороду, то как можно вот такой мат писать человеку? Прям как... Это чеченцы пишут. Ну, по крайней мере, по-чеченски они пишут. Я не понимаю как-то. И потом, когда вот давайте все, выходим, вот все, кто мне просто про бороду говорил, убили нашего брата, нашего защитника. Пока мы прохлаждались, человек боролся за нашу страну. У него остались дети, у него осталась вдова. Этот человек погиб после того, за то, что он защищал нашу страну. И давайте выйдем на митинг. Ничего это не сложно. Это не надо, это легче даже, чем ухаживать и растить бороду. Выйти на митинг. Вышли немного людей и то. Разделились, то пошли туда, то пошли сюда. Позор просто, позор. Каддиш должен дать, хабарщицер. Здесь я знаю людей, которых говоришь, давай, митинги, давайте, вы вот с такими бородами, там, иногда ногой наступают на бороду. Давай выйдем на митинг. Ничего от тебя не требуется, просто постой, подержишь плакат. Хочешь, скажешь. Если не хочешь говорить, не скажешь, другие скажут. Ну, зато амялдуй, мы арваж. Амялду. Есть у кого причина есть не выйти, другие есть, третьи есть. Я за всех не говорю. Но я говорю за определенных людей, которые рвут на себе рубашку, там, мы за шариат, мы за это. Если вы себе разрешаете здесь получать гражданство, документы, обращаться в суд, почему вы своему народу это отказываете в этом? На митинг нельзя выходить. Была старая история. Сейчас хоть, слава богу, теперь уже это уже разрешили, уже можно выходить на митинг. Ну, короче говоря, давайте браться за ум. Давайте у нас будет культ знаний. Давайте возвращаться изучению всех наук. Так, Виктор Цой, Салем из Казахстана. Аслан, как вам удается удержать себя в рамках разума, не скатиться до ненависти? У меня злость бывает на весь русский мир за подлость, лживый режим Назарбаева, шавки Кремля. Салем, Казахстан. Салем, Виктор. Ну, знаете, я не испытываю ненависти. Я просто знаю русских. И я не могу испытывать ненависти только потому, что они русские. Мне русские в этой жизни помогали. Я дружу много уже, я уже человек уже за 40 лет мне. Я уже несколько, можно сказать, страшно даже произносить, десятилетий дружу с русскими. Которые порядочные. Да, мы разные, мы отличаемся, но они понимают меня, что я такое. Я понимаю, что я такое. В этом есть цивилизованность.
Поэтому русских нельзя всех винить. При всем желании, при всей обиде, при всей злости, всю нацию нельзя винить. Ни в коем случае. Так, Муса Юлой, ассаламу алейкум, ваш ассаламу алейкум, салам Муса. Так, Марк Робинсон, Аслан, как сейчас отнесутся к флагу Ичкерии с волком в Чечении нынешняя власть? Ну, вот мой смех, наверное, тебе объясняет. Но это же их смерть. Это их смерть. Это Ичкерия, это то, что они предали. Это их лютый, ненавистный враг. Как говорится, с врагом можно договориться, с предателем нет. Потому что им нет места ни в России среди русских, ни среди нас. Пока не раскаются. Но уже раскаивание, я вижу, есть, слава Богу, есть среди них понимающие люди. Потихоньку, потихонечку. Не так, как нам хотелось бы, но есть люди, понимают, осознают, и даст Бог, все изменится. А с флагом Ичкерии очень небезопасно там быть. Так, Павел Газаров, Ходорковский. Ходорковский фашист и имперец. Ну, имперец, фашист. Маждада, Аслан, а яйца, Маш, разведи этих лохов. Так, Влад Князев, слава свободной Ичкерии, добрый вечер, уважаемые. Приветствую, Влад, героям слава. Мила Йович, враг это враг, а вот предатель это подонок в квадрате. Совершенно верно. Добрый вечер, Аслан, говорит Влад Князев. Добрый вечер еще раз. Так, Влад Князев, витаю, говорит. Так, шариат был в СССР, говорит Аслан Керимов. Так. Чинова удивляется. Так, Чечня не Россия. Аслан, Цабелш, Хабохш, Лел Планш, Йолш, Бахан, Мабуиш, в Европе. Будет Бана, что Шабайхан и все. А теперь у него другие уже. Рамазан Магомедов, вопрос лучше тут не обсуждать. Есть ученые, вот пусть у них спрашивают, когда что. Правильно, Рамазан? Ну, иногда на нашем уровне-то мы тоже можем что-то сказать, потому что мы-то тоже как бы... Мождада, Аслан, Самагадиям вай Дамадай 94-96 года Хилбул Булт Кенти Хинц Болш Мохон. Дал Мула, Мождад. Дал Мула. Я знаю, Дал Мула. Мабу, Хиля Мабу. Чеченская земля не оскудела еще на героев. Да. Влад Князев. Русский и русский мир это не одно и то же. Согласен, Влад. Так, Азери Турк. Аслан, почему борода не держишь, интересно? Это же сунна, еще адат мусульман Кавказа. Вот, еще один. Есть причина, есть причина. Понимаешь, есть причина. Я сунну не обязательно же делать, правильно? Есть. Фарз делаем, сунну не обязательно. Андрей Поцелуй. Немного некорректно написал про древних людей и племена. Дай бог напишу вкратце, и вы увидите, наверное, да? Ну, наверное, я, может, тоже неправильно понял. Иногда бывает здесь такое недопонимание. Так, ладно, оставим эту бороду. Сейчас, подождите, здесь прочитаю-ка я. Руслана Волкова. Религиозные понты разводят ФСБшные проповедники, их полезные идиоты. Правильно, Руслан. Горячий привет от русского из Татарстана, Родиона, говорит.
Приветствую, Родионов, приветствую, русский, горячий русский, приветствую тебя. Так, Хеняк, Меняк, Аслан, салам алейкум. Расскажи, пожалуйста, пару слов результата митинга в Брюсселе. В Брюсселе. Алейкум салам. В Брюсселе. Какой у нас был митинг? Ты, наверное, имеешь в виду, когда Закаев и Илларионов подписывали вот этот договор о мире, который Ельцин и Масхадов подписали. Об этом? И я просто не понял. Так. Маждада, валая суны, маж хазамахит, но ща йол барыг спекулянт, мен прокурор и маж вахят слил, еще пока у них не избили максимум 5 минут. Так, Влад Князь, израильская хунта, добрый вечер. Привет из Петах-Тыквы. Руставель, досмотрите доклад Мюллера, путинская власть, какая она есть. Да, кстати, я вам советую, спасибо, Руставель. Советую всем посмотреть вот этот доклад Мюллера. Я у себя под этим видео постараюсь вам ссылку здесь оставить. Посмотрите, очень интересно. Так, Волков. Швейцарские ученые выяснили, что в бороде у мужчины больше микробов, чем на собаке. Но это тоже, Руслан, можно не согласиться. Если ухаживать, то все будет нормально. Господа, друзья, дамы и господа, спасибо вам большое. Мы уже 1,5 часа говорим. Как обычно, в конец разговора у нас затягивается, и разогреваюсь и я, и вы начинаете уже так активно включаться в работу. Но на все, всему, как говорится, хорошему должен приходить конец. Поэтому давайте на этом сейчас закончим. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрели, поддерживали, смотрите, ставьте наши видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракату. Всем до свидания, спокойной ночи.